Нормально? Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я священник, протоиерей Русской Православной Церкви. Зовут меня Вячеслав Скоскин. Вячеслав, можно вас называть? Да, пожалуйста, как вам удобно. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, что вы делаете на Малоярославце? Ну, я просто приехал, так сказать, в гости и по просьбе и так далее. Я, можно сказать, что приехал пообщаться с народом. Вы без камеры говорили, что нужно творить добрые дела. Там, где они вас достигнут. Да, там, где они вас достигнут. А недобрые дела нельзя творить нигде. Вот, да. Мы хотим у вас спросить о добрых делах. Какие вы сотворили здесь добрые дела? И как они вас достигали? Знаете, самые добрые дела, которые мне здесь удалось сотворить, это, так сказать, увидеть народ и полюбить его. Потому что иногда в силу каких-то обстоятельств, священник, как человек, который должен, я уверен в этом, находиться все время близ стен церкви, он в силу разных обстоятельств иногда оказывается довольно долго в кругу своей культуры. Вот. И ему нужно выходить иногда на улицу для того, чтобы видеть и чувствовать, чем дышат люди. Вот. Для того, чтобы почувствовать душу народа, да, какие-то направления движения души народа. Ну а самое лучшее проявление души народа — это в ее культуре, народной культуре, современной народной культуре. В общем, то, что мы сейчас видим. Что вам больше всего понравилось на фестивале? И в чем вы видите душу и суть фестиваля? Знаете, мне все время на фестивале нравятся люди, которые мне безразличны. Мне нравится, что этим любые фестивали, по крайней мере мотофестивали, мотобаларославцы, ну и так далее, там, скажем, в прошлом фестивале мотобаларославцы, они отличаются от каких-то вещей, да, но которые я не приемлю, как какие-то дискотеки, там еще что-нибудь, где люди собираются просто для того, чтобы не отвести душу, а отвести тело. Вот мне здесь очень нравятся неравнодушные души людей. Вот то, что мне нравится. Я люблю эти души. Я чувствую, что я начинаю любить эти души. Конечно, нельзя сказать, что я сбежал добродетель, что я всех люблю, это было бы слишком театрально, но я начинаю любить людей, которые что-то интересен какой-то поиск, да, вот сейчас там поются старые песни, арии, люди молодые, которые, может быть, только еще рождались, когда эти песни писались в 90-х годах, там, в 50-х, там, вот, и все это интересно, они не безразличны, а мы знаем, что ария — это группа, которая тоже все время как бы работает над проблемами, так сказать, этого мира, вот, и людям не безразличен этот мир, проблемы этого мира. Это прекрасно, это начало движения каждого человека, а конец это, конечно же, так сказать, уже светлый абсолют, вот, которому должен прийти человек. Чего желаю всем. Я знаю, что байкеры, они многие верят в Бога. Перед долгими дорогами они обязательно заходят в церковь, читают молитвы и ставят свечи. Скажите, пожалуйста, у вас здесь кто-нибудь просил благословения? Ну, разные люди в разное время периодически это делают, да. Дело в том, что ту фразу, которую вы сказали, она, ну, это все равно сказать, что многие люди верят в Бога и заходят в храм. Я считаю, это все как бы очень естественно, близко. А вот тем более в России это достаточно близко. Мы совершенно другой менталитет. На России все проходит через душу, а душа, она все время возле церкви. Вот, поэтому я чувствую себя здесь, ну, по крайней мере, может быть, в вип-зоне, но в своей немножечко тарелке, я как бы нужен, ко мне обращаться. Мне очень, честно говоря, иногда очень нравится, с одной стороны, сохранять традиции, я все время как бы священническом деянии, и я живу, это мой как бы вот такой, даже не образ, не имидж, а это я, это мое такое выражение, мое эго. А вот, и в то же время я так периодически люблю выходить к людям и смотреть, нужен ли я им. Мне очень нравится, что я нужен.
Церковь и рок-музыка, как они связаны? Очень просто, очень просто. Церковь — это поиск, но это, скажем так, это порядочный поиск. То есть человек до церкви ищет, но ищет в разных местах. Когда он приходит в церковь, он узнает, что есть целая система поиска, есть целые, как бы, ну, скажем, направленные пути, есть законы подъема наверх, которые нельзя избежать человеку. И когда человек не соблюдает, он остается на месте топчется. Рок-музыка тоже поиск. Я бы сказал так, что поиск начинается с рок-музыки, продолжается в церкви. А вообще все это может быть вполне параллельно, потому что громкость звука, скажем, ну, ажиотажность поведения, какая-то эмоциональность не есть признак станизма, понимаете? Станизм — это более мерзкое, более гадкое, более, понимаете, хитрое явление. Он проявляется в этой жизни иногда даже так, что мы не понимаем, кто он есть на самом деле, что это. Вот, поэтому я не вижу совершенно ничего противоположного. Культ и культура — это однокоренные слова, они, в общем-то, возникли вот во время какой-то стезе, и это просто современная культура, очень неравнодушная современная культура. Вот. И что-либо сказать отрицательно, ничего не могу сказать, только положительно. Каждый раз, когда я езжу, слушаю Дарью или что-то еще там, вот, все время мне нравится. В моем, в общем-то, личном каком-то таком, скажем, мире, да, там, ну, скажем, царит скорее больше джаз-рок, вот, но долго классику, к сожалению, слушать не могу. Исключение Свиридова. Свиридов очень нравится, очень по-настоящему такой открытый человек, переживающий. Всем остальном как-то вот немножко я так начинаю унывать от классики. А рок — это все время крик, это движение, это кино, это крик души, это очень хорошо, все время чувствуешь живую душу, да. Скажите, пожалуйста, а у вас был мотоцикл когда-нибудь? Ну, как меня с мотоциклом, к сожалению, мало что связывает меня. Кроме того, что все мое детство прошло в люльке, вот, а потом, когда началась эпоха мотоциклов, у меня был мопед Рига 8, совершенно примитивный, но я как-то не успел с ним подружиться, потому что в моей жизни появились Битлз, все, они заняли мою жизнь, он Гидеслав там и так далее. Я вдруг понял, что в мире есть, вот, знаете, вот это было в возрасте 13 лет, когда человек начинает уже отходить от родительского очага, родительская любовь начинает уже ему казаться чем-то, ну, слишком доморощенным, он хочет найти что-то в этой жизни, он выходит на улицу, он ищет в этой улице проявление чего-то еще, и вдруг он находит тоже любовь. Вот это они связаны для меня вот с таким, как бы тоже с любовью, вот с любовью в самом универсальном смысле это условие, не просто, как говорил в свое время Джон Леннон, да, комментируя слова Войны Ислам, а вот это не просто любовь, да, между мужчиной и женщиной. Мне еще нравится, когда он говорит о Йоко Оно, он говорит, что вначале встретились наши души, а потом наши тела. Что пройти мимо мы не могли, потому что вначале встретились наши души, а потом встретились наши тела. Вот, понимаете, и поэтому я как-то вот не нахожу ничего противоречащего здесь. Вы считаете, что на рок-фестивалях могут встретиться души? Я уверен, что на рок-фестивалях люди могут встретиться души. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете за сценой? Потому что многие интересуются. Вы как-то сцену освещаете до выступления там фестиваля или нет? Или нет, вот что вообще происходит? До фестиваля, хотя можно вполне сделать, но знаете, как бы я просто вот здесь я слушаю, есть музыканты, которым интересно, чтобы было рядом бабушка, и люди, которым интересно, чтобы я здесь, да. Вот. Я не говорю каких-то подвигов, не отмаливаю это место. Вот. Хотя, ну, тоже хожу и молюсь, и мне тоже так как-то приятно, но вот, не знаю, я здесь своим народом. И последний вопрос. Обращались ли к вам за помощью, за душевной помощью на рок-фестивалях? Да, это постоянно происходит. Это происходит постоянно, да, и в общем-то это, наверное, нормально, да.
Спасибо большое за интервью.